Бекир ага, вот Мустафа Дегирменджи уже 1,5 года практически находится в заключении. Как сейчас обстоит дело и рассматривается ли оно по существу? Ну, по существу еще не рассматривается. Нам продлили срок задержания до 8 октября. И вчера буквально у нас был, на апелляцию подавали. Ну, как обычно. 20 минут идет у них суд. Мы заранее знали, что будет, какой ответ будет. И, естественно, наша апелляция отклонили. Вы хотите сказать, что все уже запрограммировано? Это я не хочу сказать, я это знаю. Потому что... А на чем основывается ваше вот такое утверждение? Потому что ни один суд по-другому не проходит. Все суды одинаково. Мы даем апелляцию, они отказывают. Мы даем апелляцию, они отказывают. И они делают все, что им нужно. Вы считаете, что это заказное дело? Я не могу сказать, какое это дело, но, судя по всему, это, как вам сказать, ну, не знаю, запугать, нагнуть, как это называется. По-другому я не могу назвать это. В чем конкретно его вот обвиняет и в чем он не признается? Участие в массовых беспорядках. Ну, 26 февраля. 26 февраля, да. Он не признает, что он участвовал в массовых беспорядках. И я так думаю, при чем тут они? Этот митинг проходил в Украине по украинским законам. Это Украина должна судить, даже если это судит у нас Россия. Там есть пострадавшие, 2 человека пострадавших. Нет, там пострадавших, я вам сейчас скажу, где-то 80 с лишним человек. Я имею в виду погибших. Погибших говорят, так я даже не знаю, кто, что. Их доверенные лица не выступают свидетелями? Мы до этого еще не дошли. Мы до этого еще не дошли. Мы до сути еще не дошли. У нас идут только обвинение, апелляция, обвинение, апелляция. Все. А до сути мы еще до сих пор не дошли. Муфти встречался с Мустафой? Да, был он у них. С какой целью? Ну, как бы хотел их вытащить. Ну, каким способом? Надо было признаться в том, что они не совершали. Мустафа соглашался, нет? Нет. Какой прогноз у вас? Прогноз? Прогноз дело такое, но я так думаю, что просто так их не отпустят.